Центральной районной поликлиники Таскина Миртануровна, врач участковый терапевт сельского участка Бедуска Паша Рахимзянов, присутствует заведующий Центральной районной аптекой Маулида Мирхатимовна и наш уважаемый должность за кабинетом медицинской статистики, который будет вести строгий учет выписанных рецептов и назначений и всю эту процедуру от начала до конца. Наша уважаемая Лера Марсовна. И участковые службы, они рядом, вот Тумутук, врачебная амбулатория, приглашены Актубинская врачебная амбулатория, приглашены Бахитовская врачебная амбулатория. И мы должны с вами обсудить, и чтобы было понятно и ясно всем жителям, которые могут воспользоваться данными льготами, данными препаратами. И сегодня заболевание идет пока достаточно напряженно. Я бы не сказал, что критическая работа ведется планомерная, работа идет на должном уровне, и мы должны это поддерживать. Спасибо этому приказу, может, после этого чуть легче будет обеспечение лекарственными препаратами, но препараты начали поступать, вот 7 наименований лекарств уже поступили, и мы имеем право их назначать, кому они должны выписываться. То есть клиника имеет клинику соответствующую. Пожалуйста, слово, наверное, предоставим Мавлида Мирхатимовне, заведующей Центральной районной аптекой, по поводу поступивших лекарств и как будем с ними работать, как они должны дойти до непосредственно больного. Лекарственные препараты для амбулаторного лечения, льготного амбулаторного лечения больных ковидом осуществляется через Центральную районную аптеку. Лекарственные препараты поступают в нашу аптеку, Центральную районную аптеку номер 159. С 17 числа, со вчерашнего дня, первый приход был. Далее также будет в дальнейшем, смотря какая будет потребность, и далее будет поступать. К нам будут медработники доставлять рецепты, и волонтеры по пациентам упакованные пакеты. У меня начата работа по льготному обеспечению больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Вот уже сегодня во вторую половину дня выписаны рецепты. Эти рецепты будут доставляться в аптеку нарочным, а из аптеки будут раздаваться волонтерами. Работа начата. Больные будут обеспечиваться этими препаратами по рецептам, которые будут выписывать врачи общей практики и терапевты. Соответственно, стадии болезни, соответственно, стандартам заболевания, по стандартам. Имеет и положительную сторону влияния на здоровье, и очень отрицательную сторону. Только врач может определить, какое вам лекарство назначит на данном этапе, в данной клинике заболевания. А дальнейшее лечение тоже врач корректирует. Пожалуйста, лекарства, они поступают, и тем более вот, в соответствии этого приказа будут уже намного лучше обеспечение больных. Пожалуйста, будьте осторожны, будьте внимательны, и, пожалуйста, будем сообща проходить данный этап распространения или данный этап ситуации. Поэтому вся эта служба направлена на то, чтобы пациент не ходил в поликлинику, пациент не приходил в аптеку. То есть ему приносят препараты на дом. Обеспечивает это волонтерская служба. И вот мы надеемся, что у нас перебоев не будет, что район поддержит нас, выделит волонтеров, и это будет осуществляться в течение дня, не за один раз, а несколько раз будут волонтеры выезжать и по домам, по городу, и предполагается по сельским населенным пунктам. Основная нагрузка будет нести, конечно, фельдшера ФАПов, но волонтерской службы, я думаю, во все сельские населенные пункты. Как
Посол Победа, как Азнакай, Айкос, Чумутук, Урманай, вот так и называли. Ну,